Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Уважаемые братья, как мы знаем, как нам наступают священные дни, как Уроза Байрам, как Курбан Байрам, также наступает для кафиров свои дни. Хотя мы знаем, все дни являются только Аллаху, принадлежит только Аллаху. Но однако мы знаем, кафиры назначили для себя какие-то дни, следуя за страстями. Мы каждый год это повторяем, и это является нашей обязанностью. Потому что мы видим, кафиры, кто следует за шайтаном, тоже повторяет свои действия. Она не прекращается, я вам сообщу, это и не прекратится дьявольские собрания до судного дня, до последнего дня. Потому что в хадисах пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, чем ближе к судному дню, тем и люди хуже будет. И не устаем мы про это говорить, потому что Нух, алейхиссалату вассалам, призывал свой народ 950 лет, к Аллаху призывал. Так, иншаллах, мы тоже продолжаем по воле Аллаха, как Аллах нам повелел: «Фазаккир, фа инна зикра танфауль му'минин». Поистине, напоминание, она дает пользу кому? Для верующих людей. А кто не верит в Аллаха, не хочет следовать за шариатом, хоть он верит в Аллаха, но однако его путь идет к заблуждению. Как шайтан, дьявол. Разве он не верит в Аллаха? Он верит в Аллаха. Шайтан, он многобожник? Нет. Он единобожник. Но однако, шайтан знает, что Аллах един. Он обращается к Аллаху: «Я Аллах, фаби аззатика ва джалалика». Я клянусь твоим могуществом. Он так говорит, шайтан. Я их не оставлю до конца, пока не буду заблудить, говорит. Но однако он делает те вещи, которые ад попадает. Значит, пользы нету от того, что он верит в Аллаха. Он должен следовать, любить. Также то же самое бывает с нами, когда мы в мечеть на намаз ходим, в хадж едем. Однако делаем то, что кафир делает. Это пользы ему не даст в конце. Вот в начале сегодня это допустимо, но однако она в конце будет конец. Мы просим намазы каждый день: «Ихдина сират аль-мустаким». О Аллах, наставь ты нас на правильный путь. Сират аль-ладина ан'амта алейхим. На какой путь? Путь, который ты наставил пророков и праведников. Гайриль магдуби алейхим. Не тот путь, который ты гневался на них. Валяддалин, и заблудшие и христиане. Что мы понимаем от этого? Вот праздник, который считает для себя небожники, безбожники, Дед Мороз и так далее, вот он просит у него и остальные вот эти праздники. Это путь праведных? Это ясно для всех. Хотя мы видим, вот какой-то мусульманин или какой-то имам, может, крыша у него поехала. Может, имам у него слабый. Это не значит, это правильный путь. Ни один имам не скажет, этот путь, который Аллах говорит: «Ихдина сират аль-мустаким», правильный путь. Пусть нас не обманет какие-то его хорошие действия, которые он для ислама делает. Хоть он имам, хоть кто бы, не имеет значения. Хоть человек на высший уровень имана, имам, хатиб, муфти, как хочешь назови, это не позволяет ему пить 100 грамм алкоголя. Это не позволяет ему. Это харам остается харамом всегда. Как в хадисе пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Куллу уммати муафа илля аль-муджахирин». Моя умма, община безопасности, говорит, пока они не будут грешить наяву, открыто. Те грехи, которых они являются большими, если они тайна, их Аллах легко может простить. Из-за них Аллах может не наказать. Но однако ты грешишь явно и будешь примером для всех общества, ты показываешь ислам как лицемерие. Можно так и можно так. Как будто как правителям, хакимам можно, остальным черным людям нельзя. Как будто в исламе тоже так. Если он стал имам или кем-то, ему уже дозволяется. Это не такое. Однажды в Газавате был сильный боевик, как сказать, муджахид.
асхаби удивлялись и начали хвалить его перед пророком, алейхиссалату вассалам. Субханаллах, какой храбрец! Ради Аллаха сколько он убивает, чтобы слово Аллаха поднять. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: этот человек в аду, этот человек в аду. Субханаллах, сахаба удивились и начали следовать за ним. Что он делает? Неужели человек так ради Аллаха что-то делает и в конце ад попадет? И в конце за ним последовал, посмотрел, когда его поранили, он не потерпел до конца, пока его аджал не придет. Он взял меч, сам себя убил здесь. Вот все, человек в аду. А то, что он сражался, хоть 70 раз хадж будет, это не позволяет ему решить такие грехи. Вот хадис Абдуллаха бин Умар, радийаллаху анху, что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, вот этот хадис достаточно много говорит, одно и то же говорит. Если иман есть, маленькая искра хватит взорвать все здесь, все адаты, все. Если там газа нету, искра тоже не помогает. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Ман бана биардиль мушрикин», кто построит для себя дом в землях кафиров, он ушел от мусульман, пошел где кафир. «Васанаа найрузахум», и он празднует их праздники, найруз. «Вамахраджани», и так далее, остальные свои адаты, которые у неверующих. «Ваташаббаха бихим», и он стремится быть похожим на них. Вот что здесь остается? Кроме как одевать Дед Мороз и Снегурочку создать, и их вот эти игрушки для веселения. Что осталось, чтобы не быть похож на них в праздниках? Праздник их не сделал и был на них похож. Хатта ямута, если он так останется, пока не умрет, говорит. Вот так он продолжает. Ошира махум яумал кияма. Судный день он с ними будет. Судный день он с ними. С кем? То есть с кафирами. А кафир где? В аду. Азан Аллах. Это достаточно один хадис. И с другой стороны посмотреть, кто любит свой ислам, любит Аллаха. Если он любит, как может радоваться, когда весь мир в грехе и грязи находится этот день, а он радуется. Этот день гневается Аллах, этот день гневается малайки, этот день гневается даже море, небеса чуть ли не взрывается, говорит, земля чуть ли не трескается, говорит, горы чуть ли пыльными становятся, говорит, от ненависти на них. Море чуть ли просит Аллах, дай мне разрешение всех здесь утопить. Аллах их успокаивает: оставь, я их создал. Суд в конце будет. Настолько все гневается, а ты этот день говоришь, что нельзя ли веселить детей, говоришь, веселить себя. Ты веселишь шайтан этот день и гневаешь Аллаха. Если тебе это радует, продолжай дальше. Продолжай дальше. Допустим, возьмем любого из нас. Если мы можем мерить нашу любовь к Аллаху и для себя. Возьми брата или кого-то, твою маму или отца убили в селении, да, в одном селении убили. И этот день они взяли для себя как день радости. Каждый год, когда наступает этот день, весь село, весь город радуется, отмечает эту победу, что они убили твоего отца, праведника, хорошего человека. Ты будешь этот день радоваться? Ты будешь на них гневаться? Они радуются на тот день, когда они убили моего отца. Ты же глупый человек будешь. Вот так посмотри, кто тебе более любимый? Отец или ты, или Аллах? Если ты Аллаха любишь, тот день, когда гневается Аллах, а ты радуешься. Аллахи, это не вообще никакой капли имана, если разумно задуматься, нет у человека. Если этот день он радуется, он должен плакать. В день Арафа, почему Аллах настолько близок к нам, дуа отвечает? Потому что все раби Аллаха подняли руки, просят Аллаха прощения. А этот день все рабы, большинство, весь мир объявляет войну против Аллаха и против мусульман, поднимая флаги шайтана. Ты стал похож на них. В месяц Рамазан утром кто поел, как Аллах сильно гневается на него. Не за то, что он поел. Он тайно поел, уже другой вопрос. Если он открыто покушал, он унизил то, что возвысил Аллах. Кто возвеличит то, что Аллах возвеличил, это признак имана. А наоборот, это же признак лицемерия.
Во-вторых, ислам запретил врать. Даже хайван нельзя обманывать. Вот так позвать хайвана, какой-то кушать, ему что-то даешь, и потом поймал его. Ислам это запретил. А ты своих, не хайван, детей обманываешь. Да, чуть ли не совершеннолетний, до 12, до 13 лет, что Дед Мороз им подарки дает. Это вранье. Явно зная врешь. А пророк, алейхиссалату вассалам, «Ла'ана Аллаху л-казиба валяу кана мазха», сказал, что Аллах проклял ложь даже для шутки. А ислам не запрещает радовать детей. Каждый день радуй. «Инна хаббал а'мали илаллахи адвамуха», наилучшим амалом, наилучшим любимым амалом является для Аллаха радовать рабов Аллаха. Ислам призывает радовать, но вот этот день радовать. Почему? Чем ты радуешь? Радуешь, что люди больше кричат, чтобы за ними последовали? Азан Аллах. Есть еще один хадис, на этом завершим. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Ижтанибу а'да Аллах аль-яхуда ван насара». Вы, Умар Асхаб это рассказывает, радиаллаху анху, вы остерегайтесь врагов Аллаха. Кто враги Аллаха? Аль-яхуд, евреи, ван насара, христиане. Фиаидин в ихних праздниках. Яума джам'ихим, когда они собираются. Фаинна сахта янзилу алейхим. Гнев Аллаха не спасается им. Что здесь сказано? Здесь сказано: остерегайтесь, будьте осторожны, будьте далеко от них. В тот день, когда они собираются, это нам дает, где они уже собрались, там уже может не спасаться гнев Аллаха. Или какая-то беда с небес, или же в сердце их темнота Аллах поставил, печать, навсегда они остались такими неверующими. Гнев Аллаха не спасается, говорим. Шуабуль иман или байхаки. Если хочешь себе взять какую-то долю от кафиров, этот день иди к ним, собирайся. Просто хоть будешь сидеть им, хоть одну лампу хоть ты включил, как признак, дать людям, это как день отмечения для этого, ты уже соучастник. Аллах, хоть что-то заказал, ну чисто халал делаем. Халал не бывает такой день, это все харам. Собираться тоже харам. Как мы знаем, хороший маджлис, хоть человек просто пришел, там сел, Аллах ему тоже баракат не посылает совместно. Также плохой маджлис, просто ты рядом с ним был, вот, смотря по этим хадисам, то же самое. Пусть Аллах нас всех сохранит и даст разум, который дал нам отличаться от хайвана, правильно его использовать. Амин, амин, амин. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Есть вопросы по этому поводу? Не, дают, бери. А самому купить, это твой хак. Что ты в течение года здесь, у нас то, что здесь дают, в течение года свои деньги они собрали чуть-чуть. Детей Дед Морозом обманывают, а тебе вот как-то здесь подарки дают, обманывают. Нас тоже обманывают. Это тоже наши деньги. Поэтому твой хак, ты свои деньги берешь у них. Понимаешь? Да, это нужно. Ты свой хак берешь. Это твои деньги, просто они твои деньги без твоего разрешения купили барашку или что-то. Но ты ни в коем случае постарайся дома, именно в этот день, Новый год, чтобы поставил домой в шкафе держишь, как 12 ночи, о, Дед Мороз вам принес, если скажешь, вот тогда в грех попадешь в грех. Поэтому то, что они дали, возьми, скажи: Аллах нам дал, бисмиллах. Никакой Дед Мороз. Один праведник рассказывает, праведная женщина, как она воспитывала своего ребенка. Когда она кушать всегда ставила для ребенка, от шкафа взяла, она сказала, в школу приходит и говорит: вот это нам Аллах дал. Это нам Аллах дал, это нам Аллах дал. Каждый раз это Аллах дал, дает, говорит. Однажды мама не успела дома готовить и ушла на работу и очень беспокоилась. Сейчас мой ребенок откроет шкаф и увидит, там нету еды. И он плохо подумает об Аллахе, что Аллах ему не дал. Получается, это собор, видишь, как они остерегались от обмана. И пришла домой, видит, что сын, там посуда, все поел, покушал. Ва, сынок, откуда тебе это? Сынок говорит: Аллах дал, говорит. Шкаф открыл, там еда была, говорит. Вот Аллах, кто боится Аллаха, кто переживает за будущих своих детей, Аллах трудности,
когда ты не можешь, Аллах может небес откуда угодно эту еду поставить. Для Аллаха это не трудно. Как мы знаем, Иса, алейхиссалату вассалам, его народу Аллах с небес кушать не спасал. Это карамат. Аллах, как мы знаем, кто познает Аллаха в радости и в легкости, Аллах найдет его, познает в трудности и в бедности. Вот так сын не остался отчаянный. Поэтому дают, бери. Но если ты где-то будешь у кого-то в гостях, и они скажут, это курзе, вчера ночью на Новый год мы готовили это курзе, отмечать. Вот эта еда даже харам сказали. Хоть она сама по себе халал, вот почему она харам? В нем есть гнев Аллаха. Когда они готовили, еда на основании неблагодарности к Аллаху готовили. Понимаете? Игрушки покупать, хлопушки покупать, взорвать этот день, взрыв. Вот это все входит, ты соучастник. Кто в магазине продает хлопушки, то, что приготовлено для Нового года, для отмечания этого года, это все продавцы и покупатели, все грешники получается. Мы и так кушаем, они дадут, не дадут, мы здесь кушаем обед. Но здесь вот это вопрос, у нас намерение не за то, что они это дают, мы кушаем поочередно. Специально этот день мы не сделали для этого. Не пошли, если нас позвали бы, вот, как зовут? Забудем, Ахмад, по-моему, Ибрагим. Вот вечером у нас вечер будет, отмечать будем, бесплатная еда будет. Ты пойдешь вот туда вечером, ты же не пойдешь, мусульмане. Это чисто приготовлено для этого, и твой цель для этого ты идешь. Когда мы здесь столовую кушаем, мы и так обед делаем. Это не входит туда. Если это чисто для этого, для отмечания этого есть приготовлено, ты специально туда, а сюда мы и так идем. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب